В Чувашском государственном театре оперы и балета состоялся съезд общественной организации «Союз женщин Чувашии». Собрание женщин-лидеров посетил временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. Он поздравил всех собравшихся со столетием чувашской автономии и поблагодарил общественниц за деятельное участие во всех сферах жизни. Я искренне желаю вам, чтобы вы всегда, невзирая на то, что какие трудности встречаются на вашем жизненном пути, невзирая на то, что какими сложными вопросами и делами вы занимаетесь в повседневной жизни, невзирая на иные непростые случаи в нашей жизни, всегда сохраняли в сердце любовь. Потому что именно любовь, доброта души, милосердие и забота являются фундаментальной основой комфортной жизни. И это создаете вы. Спасибо вам за это. Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров отметил, что женщина – это прежде всего вдохновительница. Именно ей посвящаются песни и стихи. С спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Так хорошо знал и умел говорить о женщинах России, почти наш земляк, который жил в Емени, в Ярославской губернии, это есть Некрасовский район, Некрасов наш, почти чувашский, потому что говорил о вас очень красиво, и о вас тоже. Союз женщин Чувашии воплощает в жизнь интересные проекты, рассказывать о которых можно очень долго. Конечно же, лучше всего понять и поддержать женщину может только женщина. Сестры, подруги. Именно так обращаются друг к другу активистки. Конечно, вот этот союз женщин, который нас объединяет прежде всего едиными целями, задачами, едиными какими-то мероприятиями. Как, если не женщина может понять и в радости, и в горе каждого рядом сидящего. И поэтому вот эта организация «Союз женщин», она и существует для этого, чтобы не только в радость быть вместе, но и какие-то бывают огорчения, мы рядом. Это самое главное. На съезде подвели итоги работы за год и наметили будущие проекты. Алевтина Федорова покинула пост председателя организации. Теперь Союз женщин Чувашии возглавила супруга временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева Наталья Алексеевна Николаева. По образованию она учитель начальных классов. Работала педагогом-психологом в Чебоксарской средней общеобразовательной школе номер 45. В 2015 году стала учредителем и возглавила благотворительный фонд развития. Наталья Николаева обозначила новый вектор развития общественного движения. Основная задача – это будет прежде всего сплочение, продвижение того, что уже было начато в женсовете, а там направлений достаточно много. Это и воспитательная работа, это и патриотическое воспитание, и это национальная культура, продвижение нашего языка и красоты, так скажем, культуры чувашского народа уже за пределы республики, за пределы, наверное, даже нашего государства российского. То есть нам есть чем гордиться, нам есть что ценить, и мы с удовольствием будем продолжать эту деятельность и стремиться к тому, чтобы, когда ребенок из садика отправлялся в школу, когда он отправлялся в высшее учебное заведение, приходя, он говорил: «Я из Чувашии, и я этим горжусь». На съезде 10 активисток получили памятные медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Теперь наступает новая эпоха деятельности Женсовета Чувашии, которая непременно будет яркой и насыщенной. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.